Человек-история, за спиной которого более века, пережившая непростые времена. Валентина Шульгина прошла Великую Отечественную войну от Сталинграда до Берлина, а ее подпись осталась на Рейхстаге. За свою долгую жизнь Валентина Ефимовна побывала во многих городах мира, но ее сердце всегда принадлежало Абхазии, с тех пор, как она вместе с семьей сюда переехала. Ветеран ушла из жизни в уже давно ставшем для нее родным городе Сухуми, где прожила почти 70 лет. Абхазия – это родина моя. Я считаю Абхазию своей родиной. Я уже здесь прожила всю жизнь. Валентина Шульгина – кавалер 2 орденов Красной Звезды и медалей за отвагу за участие в Курской битве. В одном из интервью несколько лет назад она поделилась, что и после войны жила войной, а еще мыслями о мирном небе над головой. Ведь на ее долю выпало много испытаний. Однажды с поля боя Валентина Ефимовна вынесла 120 раненых. Все свои воспоминания ветеран записывала в тетради. На моих глазах умирали женщины, дети, старики. Все это слагалось раньше в нашей памяти так. А нам, женщинам, было очень тяжело, девушкам, потому что мы вытаскивали по 120 человек раненых в день. Да еще кроме этого мы еще должны были раненого вытащить, еще его карабин. Потому что это еще мало было. И так шли наступательные бои. Каждый год на 9 мая наша съемочная группа, одна из первых, приезжала поздравлять Валентину Ефимовну с праздником Великой Победы. Она всегда встречала гостей с улыбкой и обязательно читала свои стихи. Война – это несчастье для народа. В ней гибли наши лучшие сыны. Победу ждали мы 4 года тяжелой, изнурительной войны. Мы верили в землянках и в окопах. Придет она, победная пора. Нас не страшили вражеские бомбы, нас не странили вражьи лагеря. Несмотря на прожитое, сильная и стойкая Валентина Ефимовна Шульгина оставалась открытым и позитивным человеком. Общаться с ней было одно удовольствие. Несмотря на почтенный возраст, она хорошо помнила даты, события, людей. Ушла целая эпоха, живой носитель истории. Остается одно – память. Память о героях, отстоявших победу в Великой Отечественной войне. Аля Катрапш, Абхазское телевидение.